Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. 12 декабря в Туркменистане отметили 29-ю годовщину постоянного нейтралитета. Туркменистан принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ и другие новости. В Гёктепинской мечети был дан садака по случаю паломничества национального лидера туркменского народа к священной Каабе. В садака приняли участие президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и председатель Халк-Маслихаты Гурбангулы Бердымухамедов. Муфтий Туркменистана прочитал аяты из священного Корана, вознеся молитвы о принятии паломничества и упокоении душ усопших. В своем обращении Гурбангулы Бердымухамедов отметил успехи Туркменистана в год «Кладезь разума Махтумкули Фраги» и подчеркнул важность соблюдения национальных традиций и обычаев. После завершения церемонии участникам садака были поданы блюда национальной кухни, а муфтий Туркменистана прочел молитвы о благополучии и процветании страны. 12 декабря Туркменистан отметил 29-ю годовщину постоянного нейтралитета. В обращении к соотечественникам президент Сердар Бердымухамедов отметил, что нейтралитет является важным средством сохранения стабильности и безопасности, реализации миролюбивых инициатив, решения важных вопросов на международном уровне посредством диалога. Торжественные мероприятия по случаю праздника прошли по всей стране. Утром глава Туркменистана возложил цветы к монументу нейтралитета. Затем глава государства принял участие в праздничном концерте. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с руководителем группы проектно-строительных компаний «Возрождение» Игорем Буката. Сердар Бердымухамедов отметил значительный вклад компании «Возрождение» в экономическое развитие Туркменистана и подчеркнул важность продолжающегося сотрудничества. В рамках встречи обсуждались проекты по строительству современных жилых домов, развитию транспортной инфраструктуры и улучшению экологической ситуации в столице. В числе новостроек северного региона Туркменистана также были открыты 70 новых одноэтажных и двухэтажных домов-коттеджей, а также четырехэтажных домов повышенной комфортности. Также были открыты средняя школа на 600 учеников, детский сад на 240 мест, центр здоровья, дом быта и несколько магазинов. В городе Туркменбаши по улице Айтакова сданы в эксплуатацию 5 четырехэтажных жилых домов. В каждом доме по 60 квартир с улучшенной планировкой и комфортными условиями проживания. В преддверии праздника в городе Дашогуз состоялась торжественная церемония открытия нового двухэтажного учебно-сервисного центра КАМАЗ. Центр расположен на улице Бетараплык рядом с магистральной автомобильной дорогой Дашогуз-Аэропорт. Он оснащен новейшим оборудованием российского производства для диагностики, обслуживания и ремонта всей линейки техники КАМАЗ. Постоянный полномочный представитель Туркменистана при уставных и других органах СНГ Назаргулы Шагулыев принял участие в заседании Совета глав правительств Содружества. В своем выступлении он отметил, что Туркменистан будет содействовать дальнейшему развитию и укреплению сотрудничества и партнерства на основе равноправия, добрососедства и взаимного уважения. Автор и исполнитель восточных хитов Арсен Шахунц выступит с новогодним сольным концертом в Ашхабаде. Концерт артиста состоится 27 декабря в 18:00 на сцене спортивного комплекса по зимним видам спорта. Билеты на концерт можно приобрести в кассах спорткомплекса с 20 декабря. Стоимость билета 100 и 150 манатов. Президент Киргизстана Садыр Жапаров объявил о старте проекта по строительству уникального горнолыжного курорта, который станет крупнейшим в СНГ и Центральной Азии. Во время торжественной церемонии открытия международного аэропорта в Караколе глава государства рассказал о новом туристическом мегапроекте под названием Жиргалан-Бозучук-Акбулак. Расположенный всего в 70 километрах от недавно построенного аэропорта, курорт сможет принимать до 1 миллиона туристов ежегодно и будет функционировать круглый год. 2 серебряные медали завоевали туркменские шахматисты из Либабского вилаята Максат Авлекулиев и Ая Байрамова на первенстве Азии по рапиду среди школьников в Бангкоке. Соревнования в столице Таиланда собрали 555 участников из 31 страны, которые оспаривали звание сильнейших в 6 возрастных категориях. Аркадак одержал победу со счетом 7-2 над Небичи в первом матче 1/2 финала Кубка Туркменистана по футболу. Встреча прошла в Балканабаде. Ответная игра между соперниками предположительно пройдет 20 декабря в Ашхабаде. Победитель противостояния выйдет в финал на сильнейшего в паре Ахал Алтынасыр. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.